Российский след. Какое отношение Москва имеет к недавней войне в Ливане? Автор Ион Михай Почепа. Август 24, 2006, 10 часов 55 минут М. Кремль может стать главным победителем в войне в Ливане. Израиль был атакован советскими автоматами Калашникова и «Катюшами», российскими ракетами «Фаджр-1» и «Фаджр-3», российскими противотанковыми ракетами Т-5 «Спандрел» и противотанковыми ракетами «Корнет». Устаревшее российское оружие сейчас в моде у террористов по всему миру, и плохие парни точно знают, где его взять. На ящиках с оружием, брошенных Хизболлой, была маркировка «Заказчик Министерство обороны Сирии». Поставщик КБП Г. Тула, Россия. Сегодняшний международный терроризм был задуман на Лубянке, штаб-квартире КГБ, после шестидневной войны на Ближнем Востоке в 1967 году. Я был свидетелем его рождения в другой жизни, будучи коммунистическим генералом. Израиль унизил Египет и Сирию, чьи воинственные правительства управлялись советскими советниками-разведчиками, после чего Кремль решил вооружить вражеских соседей Израиля, палестинцев, и втянуть их в террористическую войну против Израиля. Генерал Александр Сахаровский, создавший разведывательную структуру коммунистической Румынии, а затем возглавивший всю внешнюю разведку Советской России, часто читал мне лекции: в современном мире, когда ядерное оружие сделало военную силу устаревшей, терроризм должен стать нашим главным оружием. В период с 1968 по 1978 год, когда я порвал с коммунизмом, силы безопасности одной только Румынии каждую неделю отправляли 2 грузовых самолета, полных военных вкусностей, палестинским террористам в Ливане. После падения коммунизма архивы Штази в Восточной Германии показали, что только в 1983 году ее служба внешней разведки отправила в Ливан патроны для автоматов АК-47 на сумму $1 877 600. По словам Вацлава Гавела, коммунистическая Чехословакия отгрузила исламским террористам 1000 тонн взрывчатого вещества без запаха Симтека САШ, которое не может быть обнаружено собаками и ищейками, этого хватило на 150 лет. Террористическая война как таковая началась в конце 1968 года, когда КГБ превратил угон самолетов, это излюбленное оружие для 11 сентября 2001 года, в инструмент террора. Только в 1969 году по всему миру было совершено 82 угона самолетов, осуществленных ООП, финансируемой КГБ. В 1971 году, когда я был в гостях у Сахаровского в его офисе на Лубянке, он обратил мое внимание на море красных флажков, прикрепленных к карте мира, висевшей на стене. Каждый флаг представлял собой захваченный самолет. «Угон самолета – это мое собственное изобретение», – утверждал он. Политический успех, вызванный угоном израильских самолетов, побудил КГБ-13 и краткое департамент, известный на нашем разведывательном жаргоне как «Отдел по мокрым делам», мокрый эвфемизм для обозначения «кровавый», расширился до организации публичных казней евреев в аэропортах, на вокзалах и в других общественных местах. В 1969 году доктор Джордж Хабаш, марионетка КГБ, объяснил убийство одного еврея вдали от поля боя более эффективно, чем убийство сотни евреев на поле боя, потому что это привлекает больше внимания. К концу 1960-х годов КГБ был глубоко вовлечен в массовый терроризм против евреев, осуществляемый различными палестинскими сателлитными организациями. Вот некоторые террористические акты, ответственность за которые КГБ взяла на себя. Пока я еще был в Румынии, ноябрь 1969 года, вооруженное нападение на офис ИЛЛ в Афинах, в результате которого 1 человек погиб и 14 получили ранения. 30 мая 1972 года, атака на аэропорт Бен-Гурион, в результате которой 22 человека погибли и 76 получили ранения. Декабрь 1974 года, взрыв в кинотеатре Тель-Авива, в результате чего 2 человека погибли и 66 получили ранения. Март 1975 года, нападение на отель в Тель-Авиве, в результате которого 25 человек погибли и 6 получили ранения. Май 1975 года, бомбардировка Иерусалима, в результате чего 1 человек погиб и 3 ранены. 4 июля 1975 года, взрыв бомбы на площади Сион в Иерусалиме, в результате чего 15 человек погибли и 62 получили ранения. Апрель 1978 года, нападение на аэропорт Брюсселя, 12 раненых. Май 1978 года, нападение на самолет ИЛЛ в Париже, 12 раненых. В 1971 году КГБ начал операцию «Тайфун», направленную на дестабилизацию Западной Европы. Баадер Майнхоф, фракция Красной Армии, РАФ и другие марксистские организации, спонсируемые КГБ, развязали волну антиамериканского террора, которая потрясла Западную Европу. Ричард Уэлш, глава резидентуры ЦРУ в Афинах, был застрелен в Греции 23 декабря 1975 года. Генерал Александр Хейк, командующий НАТО в Брюсселе, был ранен в результате взрыва бомбы, которая повредила его бронированный «Мерседес» и не подлежала ремонту в июне 1979 года.
Генерал Фредерик Крузен, командующий американскими войсками в Европе, едва пережил ракетный обстрел в сентябре 1981 года. Альфред Херхаузен, проамериканский председатель Deutsche Bank, был убит во время взрыва гранаты в ноябре 1989 года. Ганс Нойзель, проамериканский статс-секретарь в Министерстве внутренних дел Западной Германии, был ранен во время покушения на убийство в июле 1990 года. В 1972 году Кремль решил настроить весь исламский мир против Израиля и США. Как сказал мне председатель КГБ Юрий Андропов, миллиард противников может нанести Америке гораздо больший ущерб, чем несколько миллионов. Нам нужно было привить нацистскую ненависть к евреям во всем исламском мире и превратить это оружие эмоций в террористическую кровавую баню против Израиля и его главного сторонника – Соединенных Штатов. Никто в американо-сионистской сфере влияния больше не должен чувствовать себя в безопасности. По словам Андропова, исламский мир был ожидающей чашкой Петри, в которой мы могли взращивать опасный штамм ненависти к Америке, выращенный из бактерий марксистско-ленинской мысли. Исламский антисемитизм был глубоко распространен. У мусульман был вкус к национализму, ура-патриотизму и виктимологии. Их неграмотные, угнетенные толпы можно было довести до лихорадки. Кодовое название этой операции было «Сионистские государства», и она находилась в сфере влияния моей румынской службы, поскольку она охватывала Ливию, Ливан и Сирию. SIG была крупной партийно-государственной операцией. Мы создали совместные предприятия по строительству больниц, домов и дорог в этих странах и отправили туда тысячи врачей, инженеров, техников, профессоров и даже инструкторов по танцам. Перед всеми стояла задача изобразить Соединенные Штаты как высокомерную и надменную еврейскую вотчину, финансируемую еврейскими деньгами и управляемую еврейскими политиками, целью которых было подчинить себе весь исламский мир. В середине 1970-х годов КГБ поручил моей службе, DIE, наряду с другими восточноевропейскими родственными службами, прочесывать страну в поисках доверенных партийных активистов, принадлежащих к различным исламским этническим группам, обучать их дезинформации и террористическим операциям, а также внедрять их в страны нашей сферы влияния. Их задача состояла в том, чтобы экспортировать бешеную, безумную ненависть к американскому сионизму, манипулируя отвращением предков к евреям, которые испытывали люди в этой части мира. Прежде чем я навсегда покинул Румынию в 1978 году, мой DIE отправил около 500 таких тайных агентов в исламские страны. По приблизительным оценкам, полученным из Москвы, к 1978 году все разведывательное сообщество советского блока направило в исламский мир около 4000 таких агентов влияния. В середине 1970-х годов мы также начали осыпать исламский мир арабским переводом протоколов сионских мудрецов, царской русской подделки, которая была использована Гитлером в качестве основы для его антисемитской философии. Мы также распространили сфабрикованный КГБ документальный документ на арабском языке, в котором утверждалось, что Израиль и его главный сторонник, Соединенные Штаты, являются сионистскими странами, стремящимися превратить исламский мир в еврейскую колонию. Мы в советском блоке пытались завоевать умы, потому что знали, что не сможем выиграть ни одного военного сражения. Трудно сказать, каковы именно долгосрочные последствия операции SIG. Но совокупный эффект распространения сотен тысяч протоколов в исламском мире и изображения Израиля и Соединенных Штатов в качестве смертельных врагов ислама, безусловно, не был конструктивным. Постсоветская Россия претерпела беспрецедентные преобразования, но широко распространенное мнение о том, что гнусное советское наследие было искоренено в конце Холодной войны так же, как нацизм был искоренен с окончанием Второй мировой войны, пока не соответствует действительности. В 1950-х годах, когда я был начальником румынской разведки в Западной Германии, я был свидетелем того, как гитлеровский Третий рейх был разрушен, его военные преступники предстали перед судом, его военные и полицейские силы были расформированы, а нацисты отстранены от государственных должностей. Ничего из этого не происходило в бывшем Советском Союзе. Ни один человек не предстал перед судом, хотя коммунистический режим Советского Союза убил более 100 миллионов человек. Большинство советских институтов остались на месте, просто получив новые названия, и теперь ими управляют многие из тех же людей, которые руководили коммунистическим государством. В 2000 году бывшие офицеры КГБ и Красной армии Советского Союза захватили власть в Кремле и России. Германия никогда не стала бы демократией, если бы гестапо и офицеры СС правили балом. 11 сентября 2001 года президент Владимир Путин стал первым лидером иностранного государства, выразившим сочувствие президенту Джорджу Бушу-младшему в связи с тем, что он назвал этими ужасными трагедиями террористических актов. Вскоре, однако, Путин начал втягивать свою страну обратно в террористический бизнес. В марте 2002 года он без лишнего шума возобновил продажу оружия иранскому диктатору-террористу Аятолле Хаменеи и привлек Россию к строительству ядерного реактора мощностью 1000 мегаватт в Бушере, с установкой по конверсии урана, способной производить расщепляющиеся материалы для ядерного оружия.
Сотни российских технических специалистов также начали помогать правительству Ирана в разработке ракеты «Шахаб-4» с дальностью полета более 1250 миль, которая может доставить ядерную или микробную боеголовку в любую точку Ближнего Востока и Европы. Нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад уже заявил, что ничто не может помешать его стране создать ядерное оружие, и заявил, что Израиль является позорным пятном на исламском мире, которое будет уничтожено. Во время Второй мировой войны 405 399 американцев погибли, чтобы искоренить нацизм и его антисемитский терроризм. Сейчас мы сталкиваемся с исламским фашизмом и ядерным антисемитским терроризмом. Организация Объединенных Наций не может дать никакой надежды. Она до сих пор даже не смогла дать определение терроризму. Пословица гласит, что один огонь вытесняет другой. Кремль может быть нашей главной надеждой. В мае 2002 года министры иностранных дел стран НАТО одобрили партнерство с Россией, бывшим врагом Альянса. Остальной мир заявил, что холодная война закончилась и с ней покончено. Капут. Теперь Россия хочет быть принятой во Всемирную торговую организацию. Чтобы это произошло, Кремлю нужно сначала твердо сказать, чтобы он вышел из бизнеса с терроризмом. Мы также должны помочь русским понять, что в их собственных интересах заставить президента Ахмадинежада отказаться от ядерного оружия. Он непредсказуемый тиран, который в какой-то момент времени может считать Россию врагом. Если Иран получит оружие массового уничтожения, которое можно будет доставить с помощью ракеты, это будет проблемой, правильно заметил президент Буш. Это будет проблемой для всех нас, включая Россию. Генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа является самым высокопоставленным офицером разведки, когда-либо дезертировавшим из бывшего советского блока. Его книга «Красные горизонты» была переиздана в 27 странах.